картины Надежды Гер. Эта выставка была посвящена Международному женскому дню, и называлась она «Музыка женской души». И в этой выставке вы увидите картины, созданные почти за 5 лет, за последние 5 лет, да, где-то так. Они почти все новые. Она очень много работает, очень плодотворно, активно участвует в различных выставках. И представлено здесь более 50 картин. В основном это жанр пейзажа и натюрморта. Но вы наверняка это знаете, да, что такое жанр пейзажа. Вы же не школьники, уже взрослые ребята. И она пишет стихи. Это очень важно. Стихи, потому что она поэт в душе, и картины ее, конечно, как бы соответствуют ее стихам. Без талантных людей нет. Талант, как сказать, закрыт там, внутри. Поэтому его надо развивать. Если вы захотите, вы всегда его разовьете. На картине в первую очередь обозначается горизонт. Горизонт. Что вы хотите больше нарисовать? Небо? Значит, ниже горизонт. Землю? Значит, выше горизонт. У каждого художника своя техника, свои наброски. Кто-то хочет на карандашом сначала наносит, а кто-то сразу красками. В Республиканском доме народного творчества есть студия, школа-студия. Кстати, вы можете посещать, она бесплатная. У нас самого разного возраста. Руководитель Катерина Цикалаева, которая вам сегодня проведет мастер-класс по плетению осетинской косынки. Труд, который требует большого внимания, мастерства, усилий, терпения, умения, навыков. Это все очень сложно. И тем не менее мастерицы создавали удивительные изделия. Вы их видели, знаете, в Национальном музее. Вы наверняка видели эти платки. Они самые разные, они уникальны по индивидуальности своей. И рисунки, и орнаменты, и узоры, они совершенно разные. Их можно было передавать из поколения в поколение. И через многие века, многие года, вернее, эти платки доходили до наших времен. Татьяна Алексеевна сказала уже, что раньше путовый шелкопряд, саму такую нить производили сами. И вот этот платок, например, сплела моя прабабушка из ниток, которые сама же изготовила. Это осетинский шелк. То есть осетинский шелк и платок сплела осетинка. Осетинский шелковый платок является неотъемлемой частью осетинского наряда. Это головной убор, без которого осетинка не могла выйти в свет вообще. Вышивали платки, как правило, растительным орнаментом. Цветы вышивали, которые символизировали плодородие. По-осетински этот платок называется сылла-хыш. Хыш – это сеть, а сылла – это шелк. То есть само название говорит за себя – шелковая сеть.